Добрый день, уважаемые коллеги. Я в таком формате давно не встречаюсь. Кто нас слышит, наши зрители, наши избиратели. Я поэтому чуть шире хочу остановиться на некоторых моментах. Вот здесь я поймал на мысли себя, вот, общаясь с коллегами, мы ближайшие 30 лет от кого-то отбиваемся, кому-то что-то объясняем, что мы такие хорошие и так далее, и так далее. Непонятные вещи вообще происходят вокруг нас. Я в связи с этим хотел бы, как общественный государственный деятель, как патриот, как человек, живущий здесь, считаю себя гражданином Абхазии, гражданином Российской Федерации. Вот, непонятные процессы, которые происходят с нашими соседями и с участием прямым, очень много вопросов вызывает. Российская Федерация стратегически наш партнер, Россия союзник. Мы все в Абхазии разговариваем на русском языке, хотя государственный язык абхазский. Наш единственный сосед – это Россия. Многовековая дружба наших народов. Но кому что еще доказывать? Я гражданином Российской Федерации, когда стал, некоторые кандидаты сегодня баллотирующие, это, я думаю, они меня правильно поймут, я ихнего возраста уже гражданин России. То есть мы, люди здесь сидящие, многие рожденные в Советском Союзе. Рублевая зона. Граждане Российской Федерации едут к себе домой, то есть в Абхазию. У нас никаких вопросов, никогда проблем не было. И нет, и сегодня, но извне многие вещи, которые навязываются нам, у нас больше всех бывших в Советском Союзе школ русских. Но какие еще аргументы нам надо приводить? Да, сегодня в Российской Федерации идет война, специальная военная операция. Наши граждане напрямую, сами, самостоятельно, по сей день, и завтра, и послезавтра, если понадобится, многие здесь сидящие, и я в том числе, мы пойдем, потому что это наша такая же родина. Но есть же в народе такое самое, Абхазия моя родина, где я родился и вырос. Но у нас в народе, как говорится, и наша малая родина – это Россия. То есть мы никогда не отличали, не различали. Вот, вы понимаете, непонятно, когда со стороны нашего союзника, нашего брата, друга, вот такие пиар-компании проводят, социологические опросы. Говорили правду, это другой вопрос. Понимаете, из высоких трибун чиновники с России пытаются учить, как жить, как развиваться, как работать. Мы благодарны руководству Российской Федерации, народу за многолетнюю помощь. За 30 лет, вы все знаете, более 30 миллиардов, то есть более 100 миллиардов вложено в нашу экономику. Но много вопросов, куда эти деньги делись и так далее, это другой аспект. Но, понимаете, мы здесь сегодня российские базы стоят, Россия гарант нашей безопасности. То есть мы никогда не разделяли себя. Мы в мире, согласии, в дружбе жили и хотим жить. Но вот эти вмешательства, внутренние дела, вмешательства наши предвыборные процессы, это нежелательно, это ни к чему, вот мои коллеги это сказали, ни к чему хорошему не приведет. Да, у нас недавно был высокий гость, слава Богу, наш земляк, но это ни о чем не говорит, он государственный человек, он по прямому поручению Владимира Владимировича Путина прибыл в Абхазию, Кириенко Сергей Владимирович. Он, пройдя по родному городу за несколько лет, все, что надо было ему узнать, да, есть вспомогательные службы, это не без этого, но он все своими глазами, все это увидел, пощупав, так сказать, своими руками. И он на итоговой пресс-конференции, так если назвать, он все четко, ясно до народа Абхазии довел, что выбор народа для нас это закон. Что Российская Федерация примет любой выбор абхазского народа.
Это первое. Второе, он посетил, какие места вы видели, картинную галерею, школы, компьютерные классы, все вот по ходу, учителя, учебники, автобусы, все, что в образовательной сфере, в здравоохранении, когда он был в больнице, 100 миллионов, когда пожаловались, стоит оборудование, которое для сердечно-сосудистых. Он тут же дал распоряжение. Это все, вот моментально вы видели, наш народ это видел, все моментально, это все в работу превращалось. Наши учителя уже в Пятигорске, все, что он заявлял, они повышают квалификацию. А после этого один из кандидатов, Бадра Гумба, по стопам своего патрона, предшественника, с подсказки Александра Золотинсковича, ну, вы эту команду хорошо знаете в нашем народе. Если кто-то не узнал еще хорошо, ну, давайте вернитесь ко многим моментам, не хочу это комментировать, но вы посмотрите, вот «Вояж», который, то, что Кириенко озвучил, то, что Кириенко запустил по поручению Владимира Владимировича Путина, и финансовая помощь 340 миллионов, которые соцпакет, электричество и так далее. Все это здесь было сказано неделю тому назад. А наш один из кандидатов едет в Москву по налаженному пути. Мы этих людей всех, вот, государственных деятелей, очень хорошо знаем. Я, может, повторяюсь, за Путина, Владимира Владимировича Путина, народ Абхазии голосовал 100%. Знаем Сергея Викторовича Лаврова, уважаем всех, кто с ним работает, лидеров, Шойгу Сергея Кужегедовича, всех, вот, Чемизова, Алешина. То есть я к чему говорю? Это все люди не понаслышке знают Абхазию. Но коль один из кандидатов приехал по просьбе бывшего экс-президента, ну, приняли. Я к чему хочу, почему команда Бадры Гумба, чего не боятся? Здесь мои коллеги сказали, вот я практически во всех встречах мы с нашим кандидатом Адгуром Мироновичем Арзенбо ездим. Вы сами видите, иногда вы не иногда освещаете хорошо, и народ Абхазии видит. Это вся Россия видит. Естественно, наши оппоненты это видят. Естественно, вот такие шаги антиконституционные, антинародные. Наш народ это все прекрасно понимает. Свет не Бадра Гумба дал, деньги не Бадра Гумба выделил. Тестовый полет не Бадра Гумба организовал. Это все согласно тех договоренностей. Ну, вам известно, более 200 у нас договоренностей между Российской Федерацией и Абхазией. То есть здесь все идет планомерно и так далее и тому подобное. Я, знаете, что они не могу понять, что они этим хотят добиться. Ничего. Наш народ, знаете, это когда народ был разделен на 3-4 группировки, тогда можно было в заблуждение вводить наших избирателей. Но сегодня четко понятно, что Адгур Амирович, я лично, как председатель политической партии, республиканской политической партии Акзара, как патриот, как человек, знающий, что такое политика, я дважды участвовал в качестве кандидата в президенты в выборах, но таких технологий, такой грязи, направляемые в наш адрес, в адрес нашего кандидата, это такие вещи неприемлемые. Но народ свой выбор сделает. 15 февраля народ Абхазии сделает свой выбор, мы своего президента, народ изберет. Здесь сидящие, я в том числе, я за Адгура Амировича, за нашего кандидата, и мы уверены, что мы первым туром победим эти выборы с нашим народом во главе с Адгуром Амировичем, поведем, и политический кризис будет разрешен, и экономические вопросы будут разрешены, наводя порядок по городах и районах нашей страны, что беспокоит наших людей, закрывая доступ к наркотикам, строя реабилитационные центры. Вот так мы поведем свой народ вперед. Спасибо.